Взбодриться с помощью запахов предлагает диджей из Австрии Эрик Бергхаммер. Его называют дирижером настроения. Он играет на пластинках, смешивает ароматы и с помощью огромных вентиляторов создает атмосферу удовольствия. На днях Эрик посетил Тюмень. Он встретился с Айгуль и рассказал ей о своем фантастическом шоу и о магии запахов. Эрик, я рада приветствовать вас. Доброе утро, Гуля. Как вы? Я отлично, а вы? И я в порядке, только очень хочется кофе. Что ж, приятного кофе пить, наслаждайтесь. Расскажите главную идею вашего фантастического шоу. Спасибо большое за ваш комплимент. В нашей жизни происходит много событий. Мы их видим, слышим, что-то пробуем. Но при всем этом наше обоняние притупилось. И в какой-то момент я решил что-то придумать с запахами. Я часто встречаюсь с компаниями, которые проводили какие-то события, презентации, и вот что я заметил. Все они имели один и тот же запах. Ничего особенного. Так пришла идея придать красочности мероприятию с помощью ароматов. Работая с ароматами, есть ли у вас тот, что вы предпочитаете больше всего? Я предпочитаю свежие запахи. Мне нравятся ароматы, которые помогают проснуться. Словом, те, что тебя бодрят. Хорошо. Что вы скажете насчет плохих запахов? Что вам не нравится? Да, есть несколько запахов, которые я не люблю. Это запах пота. Знаете, когда мужчины долго не принимают душ, у них появляется специфический запах тела. Особенно после клуба. Люди, бывает, выходят из клуба, и на свежем воздухе этот запах чувствуется еще больше. Это ужасно. И что еще? За эфиром вы говорили о дыме сигарет. Дым сигарет? Да, я не люблю. Но, думаю, все не любят, когда кто-то курит. Мы можем какие-то ароматы протестировать. У нас утренняя программа, и будут интересны те запахи, которые помогают проснуться. Какой запах лучше для утра? Я бы посоветовал этот запах в коричневом флаконе. Этот аромат я, как правило, использую в ночных клубах и на фестивалях. Он серьезно поможет вам пробудиться. Вы почувствуете прилив счастья. Хорошо, я готова быть счастливее. Что это за запах? Знаете, друзья, это что-то свежее. Это запах настроения. Ну, хорошо, это что-то апельсиновое. Да, друзья, это мандарин. Вот, я близко. Мандарин с добавлением феромонов, которые действительно делают вас привлекательнее, свежее. Вы чувствуете себя прекраснее. Этот аромат несет в себе эффект кофе. Но, конечно, это не кофе. Но результат... Если я использую этот запах в клубе, все начинают танцевать. Люди чувствуют подъем, забывают обо всем, об усталости в первую очередь. Что мы еще можем попробовать? Если вы хотите продолжить, то на завтрак я рекомендовал шоколад. Вам нравится шоколад? Вы готовы ощутить шоколадный аромат? Это другой вкусовой окрас. Вы можете ощутить это, если захотите. Мне нравится запах шоколада. Лучше ощущать аромат шоколада, чем есть его. Я, как и многие женщины, слежу за калориями. Да-да, понимаю. Это только запах, он не приведет вас к лишним калориям. Вам нравится аромат? Да, нравится. А что придаст настроение вечером? Для вечера немного корицы. Это реально очень хороший запах корицы. Вы даже можете его попробовать на вкус. Приоткройте рот, доверьтесь мне. Откройте секрет отличного утреннего настроения. И вообще, легко ли вы просыпаетесь? Обычно я просыпаюсь между 7 и 8 часами. У меня проблема сделать первый шаг. Когда я его делаю, уже легче. Ваш визит в Тюмень первый? Да, я впервые в Тюмени, но в России я уже был и не раз. Я так счастлив посещать Россию, потому что мне нравятся россияне. У вас теплые сердца, на лицах улыбки. Вы красивые. Для меня вы лучшие иностранцы на земле. Отлично, я буду ждать вашего очередного визита к нам. Спасибо за интервью. Пожалуйста, спасибо вам.
Идея с распылением ароматов сейчас невероятно актуальна. Доказано, запахи приносят прибыль. Да, это действительно так. К примеру, в одном московском кафе выручка выросла на 6% в месяц, а пребывание клиентов в заведении увеличилось на 14 минут. А все благодаря аромату булочек с корицей, который появился в заведении. Вы можете и в домашних условиях заниматься такой ароматерапией. Советы Эрика Беркхаммера в завершение нашего эфира. Это утро с вами встречали Айгуль Рахматуллина и Дмитрий Степанищев. До новых встреч. До свидания. Итак, начнем. Что мы можем сделать для того, чтобы поднять настроение? Во-первых, поставьте энергичную музыку. Распылите немного грейпфрукта по своей квартире. Вы почувствуете, как просыпаетесь. Чувствуете? Следующий запах сделает вас счастливее, и вы точно взбодритесь. Этот запах — мандарин. Когда вы покупаете апельсины, мандарины, не спешите выбрасывать кожуру. Оставляйте ее на видном месте. Пусть ваши близкие наслаждаются свежим ароматом. Добавьте немного специй. Я обожаю шафран. Он обладает мощными целебными свойствами. Но смотрите, не запачкайте одежду. Отстирать этот желтый цвет не так-то просто. Почувствуйте глубину этого запаха. Следующий невероятный аромат — это тоже специя. Корица вашему вниманию. Она разжигает аппетит. Не бойтесь фантазировать и перемешивать запахи. Спасибо большое за внимание. Наслаждайтесь жизнью. Я очень счастлив побывать в Тюмени и надеюсь, что еще вернусь к вам.